Добрый вечер, 8 ноября, 985-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Сегодня в выпуске. Из Крыма депортируют крымского татарина. Канадский депутат за признание депортации геноцидом. Сегодняшние исторические жуткие события повторяются. Их совершает Владимир Путин. Ильми Умеров может остаться без адвоката. Допросить меня в качестве свидетеля, чтобы впоследствии я не мог представлять его интересы в суде. Из Крыма депортируют Недима Халилова. Решение о депортации в Узбекистан принял так называемый суд оккупированного Крыма. Недим Халилов был координатором организации движения сопротивления крымских татар и членом правозащитной организации «Аркадаш». Халилов приехал в Крым в 1986 году. По мнению главы ЦИК Курултая Заиры Смедляева, это целенаправленная акция вытравливания крымских татар с родины. Фактически по всем действующим законодательствам он должен был быть гражданином Украины, но он украинское гражданство вроде как не принимал. Он ходил с советским паспортом, не хотел его менять. Но вопиющий факт, что крымского татарина сегодня депортируют с родины, с Крыма, говорит о том, что вот та политика по постепенному выдавливанию крымских татар из Крыма, она начинает. Похищение Эрвина Ибрагимова рассмотрят в Совете ООН по правам человека. Общественная организация «Крымсос» сообщает, что рабочая группа по насильственным исчезновениям проведет заседание по этому вопросу в феврале следующего года. Члены исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова похитили в конце мая. Позже в интернете появилось видео с камеры наблюдения с кадрами задержания Эрвина людьми в форме российского ДПС. О его судьбе до сих пор ничего не известно. Николая Полозова хотят отстранить от защиты крымских татар. В так называемом Верховном суде оккупированного Крыма прошло заседание по делу Полозова, на котором следователь Федеральной службы безопасности требовал отстранить адвоката от защиты зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова. Позже стало известно, что суд удовлетворил позицию следователя и направил дело на рассмотрение. Сразу после завершения заседания по делу Полозова так называемый суд начал заседание по делу зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Задачей следственных органов ФСБ, практическая задача – это придать мне иной процессуальный статус в деле Ильми Умерова, допросить меня в качестве свидетеля, чтобы впоследствии я не мог представлять его интересы в суде в качестве защитника. Напиши письмо, поддержи политических узников Кремля. На Майдане Незалежности активисты отметили 26-й день рождения бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева и призвали не забывать об украинцах, арестованных Москвой по политическим мотивам. По данным организаторов акции, таких уже 39 человек. Среди них Станислав Клых и Виталий Выговский. Также на площадь пришли родители политпленников. Геннадий Афанасьев принес с собой письма, которые получал в российской тюрьме. Читает те, что вдохновляли, помогали не сломаться. С вами наши мысли, наша вера. Будьте сильными, не опускайте рук. Правда на нашей стороне. Декілька рядків, і вони дуже надихають. Год назад в этот день Геннадий был в тюрьме. Сегодня свой 26-й день рождения он празднует на Майдане вместе с активистами, боровшимися за его свободу, и родителями тех, кто еще за решеткой. В российских застенках 39 украинцев, арестованных и осужденных по политическим мотивам, рассказывает Афанасьев. Им необходима поддержка. Якщо у вас нема так багато часу, щоб написати 2 рядки на конверті, який навіть вам вже безкоштовно пропонують взяти, ви можете зайти на сайт Россузник і написати електронно ці декілька рядків. Це взагалі безкоштовно. Вам треба буде нажати лише кнопочку «Відправити». І ваш лист буде переданий до в'язня. Поддержка нужна и родителям политзаключенных. Петр Выговский последний раз видел сына в сентябре 14-го. Виталий сказал, что поедет из Киева на несколько дней в Симферополь. Только через месяц родители узнали, что сына задержала самооборона. Потом был закрытый суд и приговор 11 лет строгого режима. Был шок, ужас, безысходность первые месяцы, несколько месяцев. Потом, скажем так, взяли себя в руки и, в общем-то, поняли, что слезами горю не поможешь, и надо что-то делать. Отбросить, скажем так,
все, что нам мешало, включились в борьбу. Мама другого политзаключенного, Станислава Клыха, рассказала, каких усилий им стоит борьба за сына. Дуже тяжко це переносити. Ну, ми стараємося, я стараюся, звичайно, бо чоловік дуже хворий, стараюся з усіма силами і зібратися. Навірно, Бог мені дає, як Стасій сказав, що на Бога тільки надіятися, тому що не знаємо, що далі буде. Активисты настаивают на участии государства в защите украинских граждан. То сейчас эти семьи, они не понимают, ведутся какие-то переговоры относительно освобождения их детей, либо не ведутся, отправляется какая-то помощь со стороны государства, либо не отправляется и так далее. Поэтому необходим единственный координирующий орган, который бы занимался как информационным сопровождением и работой с семьями, так и в том числе, который бы аккумулировал какие-то средства. Участники акции написали политзаключенным открытку и запустили в небо воздушные шары. Как знак того, что украинские патриоты будут свободны. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Канадский депутат-консерватор Джеймс Безон поддержал в парламенте законопроект о признании депортации крымских татар геноцидом. Депутат аргументировал необходимость принятия этого решения сегодняшней политикой России в отношении крымских татар в оккупированном Крыму. Если сегодня обсуждать законопроект Билл С-306, то можно прийти к выводу, что совершенная Сталином, НКВД и в общем Советским Союзом депортация крымских татар в 1944 году была безосновательна. Сегодняшние исторические жуткие события повторяются. Их совершает Владимир Путин. Президент России, угнетая крымских татар, старается уменьшить их число и уничтожить этническое значение. В Крыму катастрофическая ситуация с водохранилищами. Сергей Писарев снял на видео водоемы полуострова. Видеоблогер обратил внимание не только на недостаток воды в водохранилищах, но и на ужасное санитарное состояние прибрежной зоны. Изобильнинское водохранилище, которое находится за моей спиной, оно снабжает такие города, как Калушта и, я думаю, так окрестности. Изобильнинское водохранилище, как мы видим по метке на дамбе, наполнено, я так понимаю, наполовину. Аянское водохранилище встречает нас, конечно, не совсем гостеприимно. Здесь, видимо, постоянно такой ветер, стоять тут и говорить практически невозможно. Но все равно видно, что водохранилище практически пустое. Вот мы стоим на обрыве. Вода доходила практически до самого края вот этого вот обрыва, на котором я стою. Также видно, что видно по дамбе, что в водохранилище воды было, конечно, гораздо больше в былое время. А слева от меня буквально высохшая речка, которая это водохранилище наполняла. Это так называемая санитарная зона, и вы сами видите, что здесь творится. Белогорское водохранилище. Практически я так вижу, что вода там отсутствует. Тайганское водохранилище. Тайганское водохранилище также обмелело. То есть в нем воды нет вообще. Жители расстроены ремонтом в центре Симферополя. Реконструкцию центральных улиц крымской столицы оккупационная администрация начала в сентябре. Горожанам обещали новые фонари, скамейки, плитку и фонтаны. Пока власти выкорчевали деревья и обнесли все забором, оставив жителям узкую полосу тротуара. Наверное, неправильно. Так все перегородили. Это, наверное, мешает. А если надо, значит, можно потерпеть, чтобы было все хорошо. Ремонт всегда мешает, но это же временное явление. Может, чуть-чуть мешать, зато потом красиво будет. Ой, этот наркоманский остров мне надоел, ребят. Я читала, что липу убирают. Это, конечно, преступление. Потому что они столько лет росли, подправить что-то, подлечить. И так когда-то делали ремонт, сколько их убрали. А сейчас хотят еще и эти убрать. Но хотел, чтобы деревья, конечно, остались. Как это? Не то, что хотелось, это крик души просто. Оккупация Крыма. Первую книгу из серии «Русский мир против Украины» презентовали в Киеве. Историк Владимир Головко в сборнике объединил и проанализировал документы и публикации в СМИ, опровергающие позицию Кремля о том, что Россия, забрав Крым, вступилась за крымчан, а присоединиться к России они решили сами на референдуме. По словам автора, он намеренно написал свою работу на русском языке, чтобы не было языковых барьеров для тех, кто действительно хочет разобраться в ситуации.
Книгу планируют также передать на полуостров. Один экземпляр Владимир Головко отправил по почте лично Владимиру Путину. Знаєте, я подумав, що бандероль була споруджена листом, де я як автор пропоную пану Путіну, ми розуміємо його проблему, у нього заангажовані недемократичні ЗМІ, замість історичної та політичної науки агітпроп, тому у нього немає можливості, мабуть, взяти десь адекватну інформацію, тому ми йому цю книжечку дали. Хай і запевно відповісти на ті аргументи, які там представлені. Украина имеет право на возврат ядерного оружия. Об этом заявили эксперты во время круглого стола на тему выполнения Будапештского меморандума или возвращения ядерного оружия. Украина – первая страна, добровольно лишившаяся ядерных боеголовок в обмен на гарантию безопасности от стран-гарантов, подписавших Будапештский меморандум. Президенты США, Китая, Франции, Великобритании и России обещали тогда Украине вооруженную, экономическую, гуманитарную и политическую поддержку. Эксперты зачитали выдержки из международных заявлений, которые были нарушены. Я здивований, що на другий день агресії не розпочалися консультації і не вжиті заходи, які передбачені були меморандумом. Або вони виконують свої обов'язки, свої гарантії, або Україна може вважати Будапештський меморандум і взяти на себе обов'язки, такими, які прийшли в ніщо, що договір є нікчемним і має право на повернення ядерної зброї. Соединенные Штаты выбирают 45-го президента. Основная борьба за первенство разгорелась между двумя кандидатами – республиканцем Дональдом Трампом и представителем Демократической партии Хиллари Клинтон, которая может стать первым президентом женщины независимой Америки. Прогнозы экспертов, ожидания американцев и обзор дальнейших отношений Киева и Вашингтона в нашем сюжете. 1,5 года предвыборной кампании и президентская гонка в США на финишной прямой. 50 американских штатов и столица Вашингтон выбирают 45-го президента. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. А это кадры, которые облетели весь мир. Главные кандидаты на пост президента США якобы поют саундтрек из фильма «Грязные танцы». Это не единственная пародия на теледебаты Клинтон и Трампа. Встречи с избирателями, скандалы, концерты с участием мировых звезд, обмен выпадами. Будущий президент США – топ-тема во всех международных СМИ. Пока за океаном выбирают нового президента, украинские аналитики размышляют, к чему стоит готовиться нашей стране. Хіларі Клінтон, я думаю, в цьому плані є дуже передбачуваною, і її зовнішньополітичну лінію можна буде, мені здається, вже можна характеризувати або прогнозувати як своєрідне продовження позиції президента Обами, розвиток цієї позиції. Більш вірогідно, Дональд Трамп також не зможе уникнути того, щоб продовжувати політику США з приводу невизнання окупації і анексії Криму. Журналист-международник из Вашингтона Францишак Вечерка считает, что Клинтон в вопросах международных отношений будет действовать жестче Обамы. Хиллари принципиально будет ставить вопрос о возвращении Крыма Украине для дальнейших переговоров и отмены санкций в отношении России. Трамп не единожды высказывался на тему и Украины, и Крыма, высказывался с пророссийских позиций, поэтому ожидать, что это вернется на повестку дня американской международной политики, я бы не стал. В поселке Дисквилл-Нотч, штата Нью-Гэмпшир, уже подбили первые результаты. Там проживает всего 8 избирателей, половина из которых поддержала Хиллари Клинтон. За Дональда Трампа проголосовали 2. Предварительные результаты объявят 9 ноября в 4 утра по местному времени. Исмаил Газиев, Роман Спиридонов, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.